Өзүңүзгө жана жакындарыңызга жугушун алдын аласыз. Бет кап кийүү менен коом алдындагы жарандык жоопкерчилигиңизди көрсөтүңүз. Коомдук жайда бет кап жок жүрсөңүз, чара көрүүлөрүн эсиңизден чыгарбаңыз. В эфире государственной телерадиокомпании «Альтер Новости». В студии для вас работает Юлия Ценко. Здравствуйте. Сейчас коротко о некоторых важных событиях сегодняшнего дня. В Кыргызстане идет снижение количества зарегистрированных, лабораторно подтвержденных и неподтвержденных случаев коронавируса и внебольничной пневмонии. Начата подготовка проекта по строительству 100 местных инфекционных больниц в городах Бишкек и Ош. В столице уже определен участок под строительство. Больницы ИФАП и Волжской области получат еще 50 аппаратов ИВЛ, а также 1800 защитных очков. И не только. Все предоставило правительство страны. В Ош прибыли из Москвы медики-добровольцы. За первое полугодие, включая часть июля, от пневмонии умерли 446 человек, сообщил сегодня замминистра здравоохранения. 17 июля правительство объединило данные по коронавирусу и внебольничной пневмонии. Для единого подхода к лечению Минздрав издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями вирусной этиологии относится к COVID-19. Таким образом, случаи внебольничной пневмонии считаются проявлением коронавируса. Чем опасен вирус даже при легкой и средней тяжести течения болезни? Подробности в следующем репортаже. Столичные стационары сегодня продолжают работать в усиленном режиме, но посетителей с каждым днем становится все меньше. Если неделю назад дневные стационары принимали почти 5000 человек в день, то вчера капельницу и консультацию врача получили 3489 человек и 16 госпитализировано. В ночь на 20 июля 3 ночных стационара приняли 665 человек. Госпитализирован только 1. На сегодняшний день в столице имеется 748 свободных койко-мест. Самый большой поток пациентов, прием больных, приходился на 13 и 14 июля 2020 года. Сейчас идет убыль. Также с 14 июля 2020 года открыт ночной стационар для лечения легкой и средней форм ОРВИ и пневмонии. Всего было принято за 4 дня 1304 человека. Из них получили капельницу 608 человек, консультировано 677 человек, госпитализировано 10 человек. Тем временем в Минздраве отмечают снижение количества зарегистрированных случаев лабораторно подтвержденных COVID-19 и неподтвержденных, но имеющие клинические показатели. Так, за прошедшие сутки в стране зарегистрировано 611 новых случаев коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Отметим, что последние 2 дня число новых заражений превышало более 1000 человек. По словам замминистра здравоохранения, в Кыргызстане не самая высокая смертность от коронавирусной инфекции, и эпидемиологическая ситуация в стране сейчас под контролем. Контроль идет эпидемиологической ситуации. Идет немножко, значит, снижение. Я не буду говорить, что полностью идет снижение, но здесь значит, ситуация под контролем. Идет снижение количества зарегистрированных случаев, значит, и как подтвержденных лабораторно, и неподтвержденных. Вопрос по случаям смерти. Вот здесь, если мы последний, вот на сегодняшнее число, мы, если имеем всего 191 случаев смерти лабораторно подтвержденные, последние сутки только 2 случая. Один город Бишкек, один город Ош. Информация в отдельных СМИ о том, что в Кыргызстане высокая смертность от коронавируса и пневмонии, не соответствует действительности. В этой связи в министерстве призывают правильно интерпретировать имеющиеся данные. Хотелось бы сказать еще один случай, когда, значит, прессе говорят, что в Кыргызстане самая высокая смертность по COVID. Я хотел бы привести пример. Например, в Литве смертность от COVID-19 лабораторно подтвержденных составляет 4,2%. В Армении 1,8%. Латвии 2,6%. В Кыргызстане 1,4%. Если мы возьмем тех, кто
имеет полностью и лабораторно подтвержденный, и клинический, тогда, если мы будем полностью считать, и тогда у нас процент будет 0,69. Так, в мировом рейтинге Кыргызстан находится на 31-м месте по смертности от коронавируса между Португалией и Бермудами. С начала пандемии в Кыргызстане умерли 1037 человек. Юлия Иценко, Кундус Кадатаева, Бигзат Машарапов, ЛТР Бишкек. Начата подготовка проекта по строительству 100 местных инфекционных больниц в городах Бишкек и Ош. В столице уже определен участок под строительство на территории Республиканской клинической инфекционной больницы. Об этом в ходе онлайн-совещания с главой государства сообщил премьер-министр. Также в ходе заседания Кубатбек Буронов рассказал президенту о том, что правительством принимаются меры по устранению дефицита лекарственных препаратов. Из Узбекистана поступила партия гепарина. В ближайшее время ожидаются поставки различных наименований лекарств из Китая. Ведутся переговоры с фармацевтическими заводами Индии и Ирана. Подробности в следующем репортаже. Глава государства Сооронбай Жээнбеков провел онлайн-совещание с премьер-министром. В ходе встречи была обсуждена текущая эпидемиологическая ситуация в стране и принимаемые меры по ее стабилизации. Кубатбек Буронов рассказал президенту о том, что правительство прикладывает все усилия для стабилизации эпидситуации в стране. Для укрепления системы здравоохранения в целом и оказания гражданам должной помощи начата подготовка проекта по строительству 100 местных инфекционных больниц в городе Бишкек и Ош. В столице уже определен участок под возведение лечебницы на территории Республиканской клинической инфекционной больницы. Инициативу по строительству больниц из быстро возводимых конструкций в Бишкеке и Оше поддержал и глава государства. Он добавил, что мэрия столицы также прорабатывает вопрос возведения многопрофильной лечебницы с привлечением инвесторов. С учетом рекомендаций, данных ведущими медицинскими специалистами страны в ходе недавней встречи с главой государства, в алгоритмы и протоколы лечения коронавируса включены дополнения. Заменители гепарина и клексана вошли в перечень используемых лекарств. Сооронбай Жээнбеков поинтересовался у премьер-министра о проработке данного вопроса. Назначение кылып атышат, бирок андан башка дарылар бар. Ошол дарыларды врачтар аркылуу назначение кыла баштаса, ал үйүндө дарыланса болот деген маселени айтышты. Ошол дарыларды алып келип көбөйтүп, ошону берсек, ошону жаза баштаса, мындай кичине дагы жанагы гепарин менен клександын жетишпей аткан маселеси да токтойт адамда. Ошол дарыларды ошону уже иштеп чыгыштыбы? Иштеп чыгып, тиешелүү ошол жанагы. Да, данный вопрос проработан. Лекарства, которые могут заменить клексан и гепарин, включены в перечень назначений. Врачи назвали 3 препарата. Разрешения для использования уже даны медикам. Протокол и алгоритм лечения изменен согласно этим рекомендациям. Протокол өзгөртүп жазышты. Жуман ичинде эле 2-3 жыл протоколдорун өзгөрттү. Жанагы сунуштар боюнча эске алуу менен. Глава государства обратил внимание и на отсутствие должного порядка в работе обсервационной зоны Семитей на территории международного аэропорта Манас. В свою очередь премьер-министр рассказал о том, что контроль в этой зоне усилен. Накануне произошла смена руководителя обсервации. В ходе беседы с Кубатбеком Буроновым президент также отметил необходимость усиления контроля по обеспечению стационаров и обсервационных зон лекарственными препаратами и медицинскими средствами. Тем временем, как рассказал Кубатбек Буронов, для обеспечения жителей Кыргызстана необходимыми лекарственными препаратами прорабатывается вопрос устранения дефицита лекарств. На сегодняшний день из Узбекистана поступила партия гепарина. В ближайшее время ожидаются поставки различных наименований лекарств из Китая. Ведутся переговоры с фармзаводами Индии и Ирана. Мы провели переговоры на государственном уровне. Лекарства, которые мы заказали из Узбекистана, поступили в нашу страну с прошлой субботы. Это 10 тысяч упаковок гепарина. Был проработан вопрос поставки нужных препаратов из Китая. Ожидается, что 4 наименования лекарства будут привезены 21 июля. Также подошло к концу подписание контракта с фармкомпаниями Индии. Надеюсь, в течение 2-3 дней мы полностью решим эту задачу по нехватке лекарственных препаратов. Вместе с обеспечением столичной зоны лекарственными препаратами нельзя забывать и о жителях регионов. Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на вопрос снабжения жителей областей всеми необходимыми препаратами. В связи с чем он подчеркнул о необходимости проработки поставок лекарств с учетом отдаленных горных регионов и дальнего расположения районов между собой в некоторых областях. Кроме того, отметил важность предоставления полноценной информации населению о распределении гуманитарной помощи в электронном формате.
Елет жеріндегі дары-дәрмек менен камсыздыш боюнча ал жерде тартыштык болгондой иш алып барыш керек да. Эгерде елет жеринде дары-дәрмектин тартыштыгы болуп калса, анда эл кыйналып калат ал жерде. Ал жерде бир районда жайгашкан эл эми чачыранды да, ар айылдарда ал районду борборго келип, ал дары алып кетиш үчүн дагы бир күн убакыт кетет кээ бир жерлерде. Ошол жерлерде эске алып, дары-дәрмекти региондорго да жеткизүү боюнча маселени нечере карапсыңар. Сурумбай Джеймбеков напомнил, что в ходе недавнего посещения текстильной фабрики «Текстиль Транс» в Чуйской области выяснилось, что ввиду невыдачи сертификатов со стороны соответствующих государственных органов фабрика не может полноценно запустить производство медицинских масок. Глава государства призвал оказать содействие предприятию в решении вопросов, учитывая их социальную направленность в сложившейся ситуации. Масканы 100 миңге чейин чыгарат экен. Ошо уруксат беришпей, дагы эле госстандарт, департамент лекарственного обеспечения бүт бюрократия бар экен. Анан ушуну өндүрүштү колдогон балдардын баардыгы жумуштан кетиш керек. Текстиль транстын маселеси бул баарына сабак болуш керек. Текстиль транстык боюнча туура айтып атасыз. Жанагы ошол банкрот болгон картонный мурук фабриканын зданиясын мен Когда я еще был на должности первого вице-премьер-министра, руководители этой компании ко мне обращались за помощью, говоря о том, что они не могут получить все разрешительные документы. После вашего визита вопрос по Текстиль Трансу взят под контроль. Правительственными структурами уже начата проработка задачи. По итогам онлайн-совещания глава государства обратил внимание на усиление дезинфекционных мероприятий, общественных мест, улиц городов и районов. Наряду с вышеперечисленным подчеркнул необходимость бесперебойной подготовки к осенне-зимнему периоду. Айтолкун Сулпуева, Бахт Каязов, ЛТР, Бишкек. Больницы и ФАПы Волжской области получат еще 50 аппаратов ИВЛ, а также 1800 защитных очков, 500 защитных костюмов и 20 тысяч респираторов. Все предоставило правительство. Средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ будут распределены по районам в соответствии с потребностями всего. В районных клиниках уже имеется 155 аппаратов ИВЛ и 467 концентраторов кислорода. Все подробности. Также предоставляются препараты, стараются своевременно закрывать нехватку в лекарствах. Мои коллеги продолжат. Всего тут 50 штук, их предоставило правительство. Также медики в районных клиниках получат 1800 защитных очков, 500 защитных костюмов и 20 тысяч респираторов. По данным представителя областного штаба, все средства индивидуальной защиты и аппараты ИВЛ будут распределены по районным больницам. Практически все на сегодня уже обеспечены лекарствами и ИВЛ. Еще месяц назад была проблема, но сейчас во всех территориальных больницах и ФАПах дефицит лекарств практически устранена. Также очень сильно помогают частные предприниматели. Всего в Волжской области сегодня дополнительно созданы дневные стационары на 6 тысяч мест. Также в районных клиниках имеется 467 концентраторов кислорода, еще 155 аппаратов ИВЛ. Также практически всех стараются своевременно обеспечивать защитной одеждой и респираторами, дезинфицирующими средствами и лекарствами. Алена Смирнова, Джанил Турдумаматова, Бигджан Рызбаюлу, Равиль Долоталиев, ЛТР, Ош. В Ош прибыли из Москвы медики-добровольцы. Группа врачей и соотечественников из 19 человек самоотверженно вызвалась помочь коллегам в Кыргызстане в лечении пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Этим же самолетом в Ош прибыли и медикаменты на общую сумму в 198 тысяч сомов, которые собрали граждане Кыргызстана в России. Мои коллеги продолжат. Их встречают в аэропорту со цветами. Врачи-кыргызстанцы бросили все и из Москвы прилетели в Ош, чтобы помочь своим коллегам в Кыргызстане в лечении пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Всего из Москвы в Ош прилетели 12 опытных врачей и 7 ординаторов, хирурги, пульмонологи, инфекционисты и медсестры, работающие в частных клиниках России.
Мы хотим помочь родной стране и своим коллегам. Скоро в Ош должна прибыть и вторая группа наших коллег из Москвы добровольно. Группу волонтеров тепло приветствовали вице-мэр южной столицы Эмильбек Шадыханов, председатель городского кеңеша Джапар Урмонов и представители общественного фонда Исмаил Ата. Вместе с медиками тем же самолетом в Ош прибыли и лекарства на общую сумму 198 тысяч сомов, которую собрали соотечественники-кыргызстанцы в России. Всего в эти выходные в Оше приземлились 2 чартерных рейса. Они привезли более 300 человек. Всего на сегодняшний день в Кыргызстан вернулись около 30 тысяч граждан из 58 стран мира. Майра Мурзакулова, Нуржамал Алымкулова, Эргевай Шерали Улу, ЛТР Ош. В городе Токтагул Джалабадской области работает дневной стационар на 60 койко-мест. Туда приезжают граждане с различными заболеваниями и получают квалифицированную медицинскую помощь. Медперсонал уже в течение 10 дней прилагает все силы, чтобы помочь людям не только с коронавирусом, но и другими болезнями. Подробности далее. Граждане с повышенным давлением и с проявлением других болезней приходят на осмотр к семейным врачам. В этом дневном стационаре, который открылся 10 дней назад, местные жители получают капельницы, уколы и консультацию. Пациенты, которые ранее обращались в районную больницу, с пониманием относятся к нынешней ситуации. Жителям города стало намного легче. Каждый день не менее 50 человек обращаются за помощью. Всем оказывается должная медицинская консультация. Каждую неделю из мэрии приезжают специалисты и проводят дезинфекцию. Все под контролем. Наряду с этим ведутся работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди населения. В этих целях была подготовлена 1 тонна хлора. На данный момент в запасе имеется 250 килограммов хлора. Каждые 4 дня в общественных местах, в больницах и парках проходит дезинфекция. В нашем бюджете имеются финансы, центральный рынок, тротуары и в целом повсеместно каждую неделю в определенные дни мы проводим санитарную обработку. Ситуация стабильная. Есть дневной стационар. В Айлыкмуту в селах были открыты специальные помещения. И здесь, в райцентре, открыли стационар, где наши граждане получают нужную медицинскую помощь. Районная больница рассчитана на 186 мест. На данный момент разделена на 2 части. Первая – красная, вторая – чистая зона. Сейчас здесь проходит лечение 18 пациентов с пневмонией и коронавирусом. Их состояние оценивается как средне-тяжелое. Юлия Ценко, Исулу Асанова, Инет Эргешева, ЛТР, Джалабадская область. Выздоровевших больше, чем заразившихся. Такие положительные статистические данные сегодня представили в Минздраве. Так, за минувшие сутки выздоровел 781 человек, в то время как за аналогичный период было выявлено 611 новых случаев заражения COVID-19. Вместе с тем в стране снизился и уровень смертности от коронавируса и пневмонии. Тем временем в дневных и ночных стационарах столицы уменьшилось количество обращающихся за медпомощью. Подробнее о том, какие положительные изменения наблюдаются в стране с коронавирусом, расскажут наши корреспонденты. Сегодня Куанычбек Кадыров отправляется домой. Уже выздоровев от коронавируса, он вспоминает первые симптомы – усталость и повышенная температура. После его состояние ухудшилось. Так неделю провел в отделении реанимации, но, к счастью, он смог побороть коронавирус, и эта борьба длилась 25 дней. В числе таких же выздоровевших оказался и Спартак Беккер. В кыргызско-турецкой больнице «Дружбы» он провел 11 дней. За этот период он своими глазами увидел нелегкий труд врачей. Сегодня он выражает ему свою глубокую благодарность. Как наши врачи здесь и борются. Я сам лежал в реанимации. На уровне то, что наши врачи делают, это огромный поклон им и огромное спасибо. Наши волонтеры целыми днями и ночами пашут. Врачи без остановки спасают людей здесь. Так, всего в кыргызско-турецкой больнице «Дружбы» выздоровели 158 пациентов. Здесь врачи по очереди ведут дежурство, пациенты ни на минуту не остаются без присмотра. Все эти выздоровевшие – это результат неустанного труда врачей. Теперь здоровым пациентам необходимо соблюдать предписанные для них правила. В ближайшие несколько дней все они будут находиться на домашней изоляции. В этой больнице за 25 дней выздоровели 650 пациентов. К сожалению, были и случаи летальных исходов. В последнее время больше выздоровевших, чем больных. И благодаря такой положительной тенденции дефицита медицинских средств и препаратов не наблюдается.
Вначале, когда мы только открывались, с этого момента постоянно 250-270 больных. Сейчас вот количество больных, которые поступающих и тяжелых с каждым днем уменьшается. Отрадно, что 650 уже дома лечатся. Так провожают выздоровевших и медики госпиталя Сейтек. Когда-то и они нуждались в помощи медиков и кислородных концентраторах, а теперь они могут спокойно вернуться домой. Сегодня из больниц были выписаны 167 пациентов. Еще 614 граждан, которые лечились дома, смогли побороть эту болезнь. В числе тех, кто лечится от коронавируса в домашних условиях, оказалась и эстрадная исполнительница Юлия Рудская. Сегодня она придерживается всех рекомендаций врачей и соблюдает все установленные правила. В первый же день я обратилась по телефону к врачу, и врач дал мне консультацию, сказал принимать противовирусный препарат, антибиотик, при повышении температуры, понижающий температуру, парацетамол, если температура выше 38, также полоскать горло, обильное питье, хорошее питание, покой и также хорошее настроение, очень важно для выздоровления. За сутки всего из стационаров с выздоровлением были выписаны 781 человек, из них 273 в Бишкеке, 251 в городе Ош. Всего за время пандемии по республике выздоровели 13 109 пациентов. Айтолкун Сулпуева, Кундус Кадатаева, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. По поручению оперативного республиканского штаба по борьбе с коронавирусом отечественными IT-специалистами разработаны 2 IT-решения в помощь нивелирования последствий эпидемиологической ситуации. Интерактивная карта развернутых стационаров и больниц, а также система учета койко-мест, медоборудования и медперсонала в столичных медучреждениях. Системы разработаны и поддерживаются госпредприятием «Соцсервис». Первое решение – это цифровая карта расположения столичных стационаров и больниц для оказания помощи лицам с симптомами заболевания коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии. Система доступна по ссылке map.covid.kg. Сегодня на интерактивной карте граждане могут посмотреть ближайший стационар и его ресурсоемкость. Второе решение. В пилотном режиме запущена система мониторинга медицинских данных и учета заполняемости лечебных учреждений. После доработки системы и отладки своевременного получения актуальных данных планируется размещение информации о свободных койко-местах, наличии необходимого оборудования и медперсонала на map.covid.kg. Система мониторинга медицинских данных и учета заполняемости лечебных учреждений уже проходит процесс внедрения в службу скорой медицинской помощи в Бишкеке 103. Он в пилотном режиме используется при координации карет скорой помощи для оперативного получения информации о свободных койко-местах и других имеющейся техники в зависимости от состояния пациента. Также граждане могут обратиться в колл-центр по номеру 118 для получения последней информации о наличии койко-мест. Россия окажет помощь Кыргызстану, направив группу из 51 медицинского работника, которые вместе с коллегами будут лечить от коронавируса и внебольничной пневмонии. Как сообщает республиканский штаб, вместе с российскими медиками этим же самолетом в Бишкек доставят медпрепараты и средства индивидуальной защиты. Отметим, ранее между Сооронбаем Джейнбековым и Владимиром Путиным был достигнут ряд договоренностей, в результате которых при поддержке российской стороны начаты совместные мероприятия, направленные на борьбу с последствиями пандемии. Известно, что уже сформирована команда медицинского персонала в количестве 51 человека из Башкортостана для работы в наших медучреждениях и оказания консультативной помощи. Планируется прибытие гумпомощи по линии МЧС России. В рамках межрегионального сотрудничества с Россией из Чечни также ожидается поступление гуманитарной помощи в виде медпрепаратов и СИС. В Иссык-Кульскую область доставлено 30 кислородных концентраторов и СИС от правительства, сообщает республиканский штаб. Отмечается, что вместе также туда поставлено 80 пульсоксиметров, 200 масок респираторов и 4000 защитных костюмов, которые будут распределены по районам. Полпред правительства в Иссык-Кульской области Акылбек Усмуналиев сообщил, что на сегодня в области 539 кислородных концентраторов. За последнюю неделю в медучреждениях региона поступило 320 концентраторов, 80 из них от правительства, 26 приобретено из местного бюджета и 214 от предпринимателей, а также неравнодушных граждан.
Студента 5-го курса Международной высшей школы медицины Аббаса Али Шаха, которого взяли на работу в стационар, избили. Молодой врач с друзьями поехал в горы на отдых, и на них набросились неизвестные. У Аббаса Али Шаха сломан нос, ему предстоит операция. Уточняется, что инцидент произошел возле отеля «Джанат Ресорт» в селе Койташ. Ранее студент просил помочь ему устроиться на работу в стационар. Он готов был работать бесплатно. На следующий день его взяли в стационар при школе номер 95. Заместитель председателя ЦИК Абдыджапар Бикматов рассказал, как будет проходить агитация в режиме онлайн. По его словам, при каждой ТИК создается рабочая группа. Ее члены будут следить за тем, как проводится виртуальная агитация. Запрещается для пиара приглашать зарубежных политиков и священнослужителей. Нельзя в период выступлений кандидатам от партии переходить на личности в отношении своих оппонентов. Запрещено распространять ролики, в которых содержатся призывы, сеющие межрегиональную и межнациональную рознь. Особенно внимательными следует быть модератором страниц партий в соцсетях и пресекать комментарии пользователей с враждебной риторикой. Все эти вопросы мы прорабатываем детально. Пожаловаться могут и пользователи. Каждый случай мы будем разбирать отдельно с привлечением экспертов, в том числе и из медиасреды, сказал Абдыджапар Бикматов. Политорганизации, уличившие друг друга в нарушении правил онлайн-агитации, вправе обратиться в ТИК. Он отметил, что пока обращений с претензиями какой-либо партии, заявившей об участии в выборах, не поступало. За преждевременную агитацию предупреждение от рабочей группы получила партия Берик. Вопрос с реформой еще не рассматривался. Сегодня начался онлайн-прием в вузы Кыргызстана. При возникновении вопроса по системе абитуриенты могут позвонить на горячую линию ведомства и получить необходимую информацию. Отмечено, что зачисление в онлайн-режиме в первую очередь обеспечивает безопасность будущих студентов в условиях пандемии и предотвращения массового скопления в университетах, а также позволяет студентам подавать документы в университет в цифровом формате, не выходя из дома, что создает равные условия для всех заявителей и не только. Подробности далее. Сегодня начался онлайн-прием абитуриентов. Заявки должны подаваться вовремя. Любой абитуриент, набравший проходные баллы на общереспубликанском тестировании, может зарегистрироваться на портале и подать заявление в любой вуз страны, не посещая университет, при наличии сертификата и электронного талона ОРТ. Прием в высшее учебное заведение осуществляется в 3 тура. Первый тур подачи документов с 20 по 22 июля, второй с 27 по 29 июля и третий с 3 по 5 августа до 14:00. Работа с сайтом приятно удивила. Все начиная с регистрации, заканчивая подачей заявлений, оказалось очень легко. Регистрацию мы проходили с помощью номеров телефонов и регистрационных номеров, которые были у нас на ОРТ. После чего приходило нам СМС с логином и паролем. Мы могли открыть личный кабинет, там отображались результаты наших ОРТ. И с помощью него мы уже подавали заявление. Я подала заявку в Кыргызский национальный университет на факультет журналистики. В этом году снижен пороговый балл ОРТ для поступления в вузы на контракт. Например, Бишкекский гуманитарный университет имени Карасаева, где Министерство образования дало квоту в районе 150 мест у поступающих на бюджетное отделение. В этом году показатель составил минимальный балл от 160 и высокий от 207 и выше. Отметим, имеется около 1500 мест на контрактной форме обучения. При имеющемся ОРТ-тесте не менее 105 баллов. Вот эта программа, автоматизированная система, она успешно проходит апробацию на сегодняшний день, потому что таких явных проблем с утра у нас с техническим обеспечением не было. Все желающие регистрируются. Другой вопрос, у них возникают вопросы в плане того, как это сделать. И после наших подробных разъяснений, к тому же вот есть вот такие вот видеоролики, которые вы видите у нас на таблоидах, мы отправляем эту ссылку, и любой абитуриент, внимательно изучив такие видеоролики, спокойно регистрируется. Проблем особых пока нет. Для организации всего процесса Министерство образования и науки разработало автоматизированную информационную систему «Абитуриент онлайн». В школах руководители совместно со своими специалистами приняли большое участие в помощи выпускникам в онлайн-регистрации. В этом году для бюджетного обучения выделено 5705 мест. Из них квота на 369 мест выделена для отдельных горных районов, 156 мест для выпускников отдельных приграничных районов.
В этом году у нас есть абитуриенты, поступающие из-за рубежа в республиканское тестирование не входящие. Они могут войти на сайт своего учебного заведения и ознакомиться с условиями поступления, так как нет возможности ни родителям, ни самим выпускникам попасть на территорию вузов из-за сложившейся ситуации. В онлайн-режиме отправляется отсканированный паспорт и к нему прикрепленным файлом документы об образовании. Они могут подать заявку и поступить в желаемый вуз. Зачисление в онлайн-режиме в первую очередь обеспечивает безопасность будущих студентов в условиях пандемии и предотвращает массовое скопление в университетах. Кроме того, такой формат создает равные условия для всех заявителей, обеспечивает прозрачность, полностью автоматизирует подсчет талонов и сертификатов ОРТ, формирование рейтинга на поступление в вузы. При возникновении вопросов по системе абитуриенты могут позвонить на горячую линию ведомства и получить необходимую информацию. Юлия Ценко, Назгуль Мулдалиева, Турар Анарбеков, ЛТР Бишкек. Ну а к этому часу это все новости. Берегите себя. Всего вам доброго. До встречи.